Всем привет, дорогие друзья! Сегодня наш проект находится в средней общеобразовательной школе номер 24 города Якутска. И мы находимся здесь не просто так. Сегодня вместе с преподавателем по технологии, знакомьтесь, это Светлана Владимировна Шестакова, мы будем делать копилку. Но копилку не простую, а необычную. Да. И причем из подручных материалов, которые есть практически в каждом доме. Да, я уверена, что есть. Наша копилка называется «Копим на счастье». Вообще, по мнению экспертов, люди в первую очередь копят на отдых, путешествия, примерно такой же процент на квартиры, ну и далее на все остальное. Машины, бытовая техника и так далее. Я взяла баночку из-под кофе, и вот с нее мы и будем делать копилку. Заранее я уже сделала в баночке отверстие. И теперь, когда я готовилась к мастер-классу, я у знакомой спросила, а вот как бы вы хотели, чтобы ваша копилка открывалась, и вы могли бы в нужный момент, ну мало ли какие обстоятельства могут быть в жизни, достать оттуда определенную сумму, а потом закрыть и дальше копить? Или бы вы хотели, чтобы она не открывалась? И мне сказали, у меня была такая копилка, которая открывалась. И я туда периодически заныривала. То есть сделаем, чтобы она не открывалась. И она сказала, потом я купила другую, которая не открывается. И я накопила 95 тысяч. Вот ну, так. Вопрос решен. Будем делать, чтобы не открывалась. Сохраннее будут, да, денежные средства. То есть обратите внимание, если вы выбираете какую-то тару для этой копилочки, да, она может быть как пластиковая, да, и пластиковая бутылка, к примеру, да, может быть стеклянная бутылочка, можно взять, наверное, даже и картон, или картон не подойдет? Я думаю, картон подойдет. Пойдет картон, да? Ну, то есть вот баночки из-под кофе, какао, все пойдет впрок. Есть от чипсов такие плотные. Картонные. Тоже баночки, подойдет. Да, тоже подойдет. Было бы желание. Все верно. И можно создать вот такой стильный предмет интерьера, который может украсить и ваше жилище, или дом ваших друзей и родственников, если вы сделаете в качестве подарка. Ну, вы знаете, я бы, например, да, действительно, даже не подумала, что это у нас капрон. Капрон, товарищи, это капрон. Но об этом чуть позже, пока просто восхитимся готовой работой, да. И, собственно, понятно же, что это копилка. Все про денежки. Да. Все про денежки. Да. Но очень стильно выглядит, хочу отметить. Но не будем томить, давайте сразу же приступим к делу. Да, ну, конечно же, нам понадобится для украшения нашей копилки молния, да, вот посмотрите. Можно брать от старых вещей. Вот на них, например, везде не покупала я специально молнию, брала от старых вещей. Можно брать даже вот такой и отрезать нужной нам длины. Ведь у нас же может быть самая разная тара. Вот тоже от старых вещей можно применять. То есть старые штанишки тоже не джинсы, выбрасываем. Например, те же самые. Все в дело, идет. И примеряем. Ну, вот эту молнию я, например, купила, но она 35 рублей стоит. Тоже недорого. И сначала, конечно же, нам надо примерить, как будет наша молния выглядеть. Она же у нас будет в раскрытом виде. Может быть, я хочу ее сделать вот так наискосок. А может быть, я хочу наоборот сделать. А может быть, вот так вот. Поперек. Мне хочется, да. Вдоль. Горизонтально, поперек. То есть тут уже ваша фантазия, да? Совершенно верно, да. Смотрю. Ну, мне почему-то нравится больше вот по так. По диагонали, вот. Да? По диагонали, да, и чтобы сверху вниз вот так вот смотрелось. Так, хорошо. Можно сделать вот так. Теперь решили, что для себя, что будет вот так. Теперь нам нужен сам капрон. И чтобы он хорошо у нас был на баночке, нам необходимо будет клей ПВА. Ну, можно капрон натянуть сухим и красить, но так не очень удобно, потому что нам же надо придать, чтобы складочки хорошо лежали, а мокрый он лучше создает складки. И я просто некоторое количество клея выливаю в мисочку и немножечко добавляю воды. Размешиваю клей ПВА с водой.
И вот теперь я почувствую себя скульптором. Потому что я Чуть-чуть тоже- скульптором, да? Чуть-чуть, да. Мы уже говорили о вашей профессии, да, что преподаватель по технологии – это человек универсальный. Это и скульптор, и художник, и повар, да, и, значит, айтишник немножечко даже, да? Да, теперь-то. То есть вот так, Благодаря новым программам, да. То есть вот так мы замачиваем капрон. А по Да. поводу цвета, нужно брать вот такого телесного или все-таки можно черный взять, красный, синий, голубой? Любой. Любой. Вот какой у вас есть, такой и берите. Цвет значения не имеет, потому что мы будем все равно все красить в черный цвет. Мгм. Поэтому можете брать любой цвет. Вот, я взяла. И капрон. плотность тоже не имеет значения? Тоже не имеет значения. 40 ден, 100 ден, неважно. И теперь я полностью его натягиваю. Мгм. Так, вот, натянула. И теперь моя задача весь капрон распределить равномерными, красивыми Волны. волнами, складочками, как нравится, да? Так, здесь вот я вокруг отверстия выкладываю. Мгм. Так, и теперь иду наверх. Ну, то есть все равно должно быть немножечко такое все в хаотичном состоянии, да? Да, конечно. Никаких прямых линий, я вот Конечно. здесь наблюдаю, здесь не должно быть, да? Нет, а он, видите, он же сам вот так вот складочками, и довольно-то легко Мгм. эти складочки у него кладутся, да, вот у мокрого капрона. Так, дно наше. Вот, значит, у нас есть дно, есть верхушка, и вот это вот все пространство мы распределяем в самых разных складочках, как нам нравится. Вот смотрю, где-то маловато, да, туда А побольше. где-то скопление чуть-чуть Да, вот, пустее. может быть, и распределить вот сюда. Почему-то здесь вот Захотелось, да? кажется, что маловато. Вот так вот пусть. В общем, такое должно быть. Тут ошибиться невозможно, да? Совершенно верно. Чем хороша та работа тоже. Право да? на ошибку есть всегда. Вот я художник, я так вижу. Я считаю, что здесь должна быть складочка, значит, она там и должна быть. Ну, правильно? капрона достаточно, складочки будут в любом любом случае, случае. Везде. Просто где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Может быть, мы хотим, чтобы они тоже у нас были по диагонали, да? Тогда мы тоже так придадим складочкам форму по диагонали. Ну, в общем-то, вот. А по мне так, чем агрессивнее они выглядят, чем так более фактурно они выглядят, Тем лучше, тем да? лучше, да, какой-то 3D-эффект появляется. Да, ну такая объемность такую Да, да, придает, да, да? Ну вот, я считаю, ну, Все. вполне складочки. Ну что, наша копилочка в процессе, я бы сказала, да. Мокрый капрон мы распределили по нашей баночке из-под кофе. В принципе, выглядит уже красиво. По мне так уже красиво. Ну, теперь нам надо нашу молнию сюда определить. Так, мы решили, что она у нас будет, да, вот так По вот. диагонали. По диагонали наискосок. Конечно же, она будет открытой, куда денежки вкладывать. И поэтому я просто беру ножницы, да, и примерно режу, где мне надо. Приложила. Не бойтесь, что вы отрежете чего-то лишнего или будет много отрезано. Это ведь капрон, и он легко тянется и легко собирается. Так. Ну вот, отверстие я сделала. Мгм. Примерно. Даже такое немножко небрежное даже отверстие выглядит. Ничего страшного. Ничего, да, Потом все завуалируется. конечно. И теперь я смотрю, значит, прикладываю молнию, И как обратно у меня. Да, она же должна быть здесь, вот, да. И, капроном вот так. накрываем. конечно, и опять же здесь вот складочками, вот так вот ее накрываю. Туда, вот. Он очень хорошо ложится, клеевой капрон. Да, напоминаем, что капрон у нас мокрый, да, замоченный в ПВА-клею. Мгм. Да. Вот, примерно, да, будет. Ага. Но чтобы наша молния закрепилась, мы немножечко добавим клей-пистолет, Мгм. чтобы ее закрепить. Итак,
он у меня уже То есть включен. захватить нужно, да? Да, ну, потому что все равно достаточно сильно он клей ПВА не будет держать молнию. Она же все-таки немножечко такая тяжеленькая. Лучше ее зафиксировать Да. пистолетиком. Так, вот я ее подержу. Так, и потом нам же надо немножечко вот так объемно сделать, да, чтобы было отверстие. Щель, да, была такая, Мгм. что куда монетки-то потом. Да. И сейчас здесь. Все гениально просто, товарищи. В очередной раз убеждаемся в этом, да? Ну, кто бы мог подумать, что можно копилку сделать вот из таких подручных средств, да? Ну, а выглядит очень даже модно, я бы сказала, необычно, креативно так. Да. Это Ну, вы в частном порядке изучили или Это я случайно увидела в интернете и решила сделать. Я попробовала, это было в каникулы как-то в том году. Кто-то зашел из коллег и сказали, научи нас тоже делать. То есть я подумала, людям нравится? Да. То есть Значит, это не из методички, да? нет, вашей? нет. Ну вот, примерно все. И теперь мы укладываем наш капрон вокруг молнии. Обратно возвращаем Да. на места наши Да, складочки. вот так вот складочками. Так, сюда. Подержу. И сверху тоже. Такой нежный материал, да, капрон. Такой прям приятный на ощупь даже. Да, и антистресс. с ним легко работать, да, Мгм. вот он такой подвижный и мягкий в то же время, действительно. Послушный, то есть его как потянешь, как приложишь, так и будет лежать. Можно еще пройтись кисточкой ПВА, чтобы еще зафиксировать. Больше складочек, каких-то небрежностей, тем даже и лучше, как будто. Да? Совершенно верно. А затем мы уже нашу заготовочку отправляем сохнуть. Если вы сделали утром, то к вечеру она уже высохнет и можно дальше продолжать. То есть ни на батарею, никуда, просто так при комнатной температуре. Да. Если я, например, сделала вечером, то оставляю на ночь. И утром она уже высохшая и достаточно такая стойкая, твердая, потому что клей ПВА при высыхании придает твердость. Ну, вот так вот примерно, да, мы сделали и отправляем сушиться. Пока изделие сохнет, надо время от времени поглядывать, потому что всегда при высыхании обнаруживаешь, что-то вот тут складочки маловато, и можно пока еще более-менее влажновато, Влажно, да, где-то подделать. А здесь наоборот много скопилось. Ну-ка я разровняю. Итак. И вот так вот посматривая, и когда уже полностью считаем, что процесс наш готов, вот снизу что-то тут завернулось, да, можно уже оставить до полного высыхания. Но на это требуется время. Но Светлана Владимировна человек у нас предусмотрительный и заранее нашу заготовочку-то нам подготовила. И, внимание, вуаля, наша баночка, которую мы оставили с вечера, высохла, превратилась в совершенно твердую. Да, это поверхность. та же самая баночка, только здесь у меня капрон темного цвета. Темного. Вот здесь он не крашен, темного цвета. И теперь мы можем или заполнять нашу молнию монетками, или покрасить, отставить высохнуть, а потом заполнять монетками. Разницы нет. И поэтому я заранее, так как для того, чтобы после краски изделие высохло, тоже нужно время, я вот здесь заднюю часть тоже покрасила в черный цвет. Ну, то есть тут много ума не надо, так сказать, да? Да, Краску берем и красим. да. Но краску можно взять, я взяла, конечно, самое лучшее, это акриловая черная краска. Красим черным цветом обязательно. Черная акриловая, я еще взяла глянцевую, чтобы она такой небольшой блеск имела. Есть матовая. Можно взять даже гуашь, если черной краски, акриловой нет. Да, я и гуашью красила, но только она при высыхании становится более такой матовой и блеклой. Акриловая, конечно, лучше. Но после окончания изделия, когда оно уже полностью все готово, можно покрасить акриловым лаком, и тогда изделие
будет блестеть как бы более. Мгм. Ну, а можно, я вот здесь, например, сделала, первый слой я покрасила гуашью, а второй акрилом. Ну, я человек советских времен, поэтому я стараюсь, чтобы было не только красиво, но и экономно. Да. В целях экономии сначала первый слой подешевле красочкой, а второй слой уже можно и Акриловым. подороже. Да. Ну что, переднюю часть красим? Давайте сначала копеечки Копеечки, сделаем. давайте да, сразу, копеечки. а потом уже Закрасим. покрасим. Да, денежки. Так. Самые разные монетки, какие у вас найдутся. Да, они могут быть любого номинала. Смотрите, выбирайте. У меня вот здесь вот Ой, а вы всякие еще есть. И даже- сохранили такие монетки. А они были, кстати, в обиходе и не так Да. давно. Я как-то Копеечки. пришла, мне нужны были именно копеечки. Я на кассе сказала, у вас нет копеечек. И она мне прямо сразу упаковочками. Я была так удивлена. Да. Думала, сейчас придется просить, выпрашивать. В наше-то время карточек. А тем не менее, ну, кто ищет, тот всегда найдет. Кстати, так приятно посмотреть на монетки, которые раньше были у нас действительно в обиходе, да? Сейчас это просто уже как смотрится, как будто как история какая-то. На самом деле они все равно еще действующие же, да? Ну, они есть, по Да, крайней мере, да, да, да. можно в магазине спросить. На что клеим их? Мы берем клей-карандаш. Вот на самом деле монетки в работах, да, я раньше клеила клеем ПВА. У меня есть вот такой хороший клей ПВА, да, и он тоже, оказывается, Держит. хорошо держит. Но, конечно, клей-пистолет это еще более надежнее и быстрее. Быстрее. Не надо ждать, когда высохнут. И вот укладывайте свои монетки, смотрите, как вам больше В нравится. открытую молнию. Да, ну мне, например, вот смотрю, здесь в начале, да, отверстие небольшое, и поэтому здесь уже может пригодиться. Копеечка. Сама копеечка, она тоже небольшая, и я ее сделаю. Вот я ее... Все, Всё. она есть, да. Теперь желтенькую, да, наверное, вот как бы Поверх. можно да? То есть чередовать. монеточки лучше делать нахлыст, да, так? Да, ну, чтобы видно было, прям Мгм. монеток много, они хотят. Выпасть из нашей Ага. копилки. У нас там уже 100 тысяч. Да, карманы лопаются от денег. Какой стороной приклеивать тоже не имеет значения. Ага. Как вам больше нравится? Орел, решка, на ваше усмотрение. Вот это, наверное, самая кропотливая работа из всего мастер-класса. Да, это в вот принципе-то, как бы нет, можете попробовать. если приклеить хотите, монетки, да? Вообще, эксперты говорят, что накопление – это часть финансовой грамотности. То есть копить стоит. Люди всегда копили. Мгм. Страсть к накоплению, да, у многих очень хорошо развита. Люди копят, откладывают. Но сейчас все на карте, да, на карте. Но на Копилки. карте же тоже есть разделы накопления. Да, Мои но как-то- накопления. Копят там под проценты. Да, но вот так вот в баночках, да, в копилочках уже редко встретишь. Это в основном детишки, наверное, да, у нас? да, и вот как в качестве интерьера как бы Мгм. такое идет. И именно для мелочи вот может Да, быть. вот иногда зачастую сейчас эти копеечки, конечно, нам мешают, и мы их куда-то сбрасываем. Да, и вот есть емкость Да, для будет потом копеечек. ходить. Ну, в основном дети копят. Да, им Копят, нравится копят. копить. Это как бы и знакомство с деньгами тоже, да, и смотрят, какие есть Мгм. по номиналу. А вот интересно, учитель по технологии в свободное время творит или все-таки этого хватает на уроках? В повседневной Не жизни? хватает на уроках. Не хватает? Я и творю-то из-за уроков, если так говорить вот честно, да. Потому что, ну вот, казалось бы, 25 лет, ну, должно быть накоплено от и до. Уже Но нет надоело же. бы, наверное, творить-то за 25 лет. Ну что уже, и все шила, и связала, и приготовила, да? А нет, оказывается. Потому что то, что было 10 лет актуально связать, в это Сейчас время уже. не актуально, да надо что-то другое. И, например, раньше я вязала, если образцы делала прихватки, то теперь образцы прихваток, ну, как-то не совсем нужны. Зато Актуально. ловец снов, Ловец снов. ловец снов, образец ловец снов, и очень даже хорошо. Мне же надо их зажечь, воодушевить. Им же тоже должно захотеться это Детям, делать. да. А если придешь и скажешь, ну-ка давайте прихваточку. Они Да, скажут, вот маме подарите. Да. Ну, Скажешь, как-то какую уже. прихваточку? А если скажешь, давай маме ловец снов подарим, да? Да, или себе в комнату Да, повешать. а если мешочек счастья подарить-то маме своей любимой?
Они скажут, а что ж такое? Да, это у нее все сбудется, все наладится, все будет хорошо, конечно. То есть надо идти быть еще и в ногу со временем. Совершенно верно. И поэтому каждый раз я что-то дома тоже творю. У меня же будет 6 класс, мне надо сделать. Второклашки по средам тоже надо сделать что-то интересное. А 5 класс завтра же мы будем шить. А мне еще выставку надо оформить. Так, мне надо, чтобы это было и по теме урока, и интересно, и для выставки. Полезно, чтобы да? было, да, хорошо. То есть вот постоянно в творческом процессе, даже дома, да? Да. Сижу дома, смотрю, например, телевизор, кто-то просто смотрит, семечки щелкает, а я смотрю и что-либо творю. Да. Так, ну вот у нас примерно получилось заполнить пространство нашими копеечками. Так, оно еще немножечко постоит, подсохнет. И теперь можно уже красить изделие. Берем просто баночка с водой, кисточка. Так, можно, нет, можно сразу сюда. Дело в том, что, почему я еще говорила, да, что на 2 слоя, потому что изделие наше, оно достаточно много складочек имеет, и на первый раз многие складочки не прокрашиваются, но мы просто даже можем этого не заметить. Вот мы покрасили, вроде все черное, а когда высохнет, смотрим, а вот сюда надо залезть немножко, сюда залезть, туда залезть, поэтому еще вполне возможно, что надо будет подкрашивать. Ну а так просто изделие мы красим. Приводим в идеальный внешний вид, да? Наносим основной цвет, это цвет черный. Если нет черного, ну можно темно-темно-темно-коричневый. Я, бывает, даже смешивала. Например, осталось немножко акриловой краски и темно-черной гуаши. Можно смешать. Ну, в общем, а почему для этих работ только в основном черную? А красную нельзя сделать? А потому что мы же будем дальше придавать шик, блеск, красоту нашему изделию. Да. Мы будем брать краску металлик, а именно на черном фоне благородно смотрится цвет металлик. Это сочетание такое Да. хорошее. Да? Ну да, это кажется только так легко, быстренько кисточкой провела. Складочек-то у нас действительно здесь много, да? Да, и поэтому, скорее всего, да, когда высохнет изделие, надо будет немножечко еще пройтись, подкрасить. Бывает даже там тоненькую кисточку можно взять, да, чтобы именно в складочку залезть, потому что если смотреть на изделие сбоку, к примеру, да, то можно увидеть там уже, что не прокрашенные какие-то места остались. Итак, наша копилочка практически готова, да, то есть, смотрите, мы закрасили ее в черный цвет, в принципе, можно пройтись еще раз, да, хуже не будет, и, как уже сказала Светлана Владимировна, можно же еще и лаком покрыть, да? Да, но это будет наш последний завершающий этап лаком. А сейчас, после того, как наша копилочка высохла, и наступает ответственный момент, самая, можно сказать, красота, нам надо будет нанести акриловую краску под металлик. Сейчас в продаже очень много акриловой краски, и вот я здесь приготовила несколько. Можно взять акриловую краску под медь, если мы хотим, чтобы наша была медная. А можно взять под бронзу. Может быть, мы хотим просто под серебро. А возможно, даже античное золото. Вот так. Мне кажется, вот античное золото то, что нам надо. Бронзовый металлик. Мы берем именно акриловую металлик. Кроме того, что в баночках, еще есть и в тюбиках. Золото ацтеков. Звучит. Звучит. Так, ну, можно попробовать все понемножку. Мы можем попробовать, а если нам не понравился, например, данный колор, да, потом закрасить черным цветом и другой, да. Поэтому ничего страшного, если у нас что-то не получилось. Так, и мы возьмем с вами золото, античное золото. Да. Попробуем его. Звучит как-то очень так Красиво, да? Да. Так, но оно достаточно темное, смотрите. Так, да. тогда нам нужно посветлее. Золото темное. Да. Нам тогда нужно мы что-то желтое, да? Возьмем, давайте посветлее. Так. Бронзовый металлик. Да, давайте возьмем бронзовый. Я взяла губку. Это может быть тоже щеточка, но чтобы щетина была твердая, да, такая жесткая.
И, конечно же, мы будем наносить именно по складочкам. Мы не будем красить все изделие. Вот я взяла губку небольшую, я промокаю в губке немножечко, взяла, но боюсь, вдруг я буду, когда делать, будет много, поэтому у меня просто крышечка такая, которую не жалко. Я сначала на нее пару раз, да, а теперь пробую наносить. Так, то, что надо. Вот, я наношу. Ну, Нет, видно. оказывается, можно побольше. Да, еще раз сюда. Вот, у меня теперь стало побольше. Потом еще кисточкой можно пройтись, а вдруг в некоторых местах мне надо прям Но, еще собственно, побольше. благодаря этой технике наши складочки стали так ярко выражаться, я бы сказала, Да, да? То есть да, вот, вот. фактура появилась, Да, фактура нашей копилочки. теперь мы видим, да, вот эти складочки, они проявляются во всей своей красе. А давайте попробуем золото ацтеков. Давайте. По-моему, я его еще не пробовала, и прям с вами сейчас мы и попробуем, рискнем. да? Да. Вот сюда его. Давайте. О, Так. прям золото-золото. А давайте другую губку возьмем. Может быть, оно еще лучше будет смотреться. Ярче. Можно поверх этих складочек, которые мы уже сделали бронзой, пройтись золотом. Так, сейчас попробуем. Немного светлее, да, получается, как бы. Но в целом как бы Более рыжины больше, да, желтого. желто-желтого. Ага, более желтое такое. Ну, вот так вот. Ну, здесь я что-то увлеклась даже. Если вы считаете, что многовато, вы всегда можете взять черный цвет, да, и еще подкрасить. Если вы думаете, что маловато, вы можете добавить. И вот таким вот образом мы творим. Итак, наша копилка под названием «Копим На счастье. на счастье» готова. Ничего сложного в этом нет. Приятнейший процесс, знаете, такой интересный, необычный. Ну и, собственно, вот он результат. Буквально полчаса делов, и ваша копилочка есть, готова. Вот сюда мы складываем наши монеточки. Ну и, собственно, по окончанию, да, всего процесса, ее, наверное, будет даже приятно так разбить, да, триумфально. Стеклышки не разлетятся в разные стороны, потому что они у нас под капроном. Ну и, собственно, потом будем считать доходы. Правильно? Совершенно верно. Замечательный мастер-класс. Спасибо большое, Светлана Владимировна, за вашу идею, за креативность, за ваш талант. Ну а мы, дорогие друзья, увидимся уже скоро. До новых встреч. Всего доброго.